Десятки безбилетников на деревьях и арки на сцене ипподрома. На финальной игре по Кукбуру в честь празднования Науруза в прошлом году собралось в 3 раза больше желающих, чем способен вместить стадион. При том, что из 5000 выпущенных билетов было продано лишь 4,5. Федерация этого вида спорта жаловались на то, что вместо того, чтобы следить за порядком, сотрудники милиции больше следили за игрой. Уже после игры всех виновников беспорядков милиции обещали привлечь по статье «Мелкое хулиганство». Прошлогодний опыт милиционеры учли. Следить за общественным порядком на арене конных состязаний во время празднования Науруза на этот раз было направлено более 1000 милиционеров. За оцепление не удалось прорваться ни одному безбилетнику. Для укрепления безопасности граждан были задействованы сотрудники полка специального назначения. Также у них есть кинологическая служба и были привлечены собаки. Но собаки не направлены были на людей. В основном это для безопасности, чтобы, как говорится, граждане не выбегали на поля и их это сдерживало. Бишкекский, точнее Фрунзенский ипподром для конноспортивных состязаний был построен еще в 1947 году. В те годы здесь проходили испытания до 400 лошадей ежегодно. Спустя более 70 лет здесь почти ничего не изменилось. Вдоль двухэтажного главного корпуса все так же стоят открытые трибуны на 3000 мест. В 1997 году ипподром был незаконно преобразован в акционерное общество. При этом владелец лишь 1/5 части акций. Министерство сельского и водного хозяйства каким-то образом умудрилось продать его частной компании. С тех пор здесь не было сделано ни одного даже косметического ремонта. Недействительной продажа ипподрома была признана спустя 20 лет. Вместе с прилегающей территорией в более 50 гектаров его вернули на баланс столичного муниципалитета. Из года в год, особенно в последние 3 года, любителей Кёкбюру становится все больше. Сейчас в эту игру играют почти во всех регионах. Сильнейшие команды приезжают сюда. На Науруз, 9 мая, президентский кубок. Раньше приезжало от силы 4-5 команд. В этом году 16 команд было. Их болельщиков очень много. Не помещаются все. Говорят, после реконструкции мест станет больше. Хорошо было бы. Реконструкцию конноспортивной арены планировалось начать в этом году после завершения судебных разбирательств. На этот момент существует 2 уже готовых плана реконструкции стадиона на 10,5 тысяч посадочных мест. Местному бюджету ремонтные работы обойдутся от 300 до 650 миллионов сомов. Который из них будет реализован, должны выбрать депутаты городского кенеша. Сейчас нужно проверить техническое и сейсмическое состояние здания. Нам должны дать технико-экономическое обоснование, как его реконструировать. В управлении капитального строительства говорят, что на все ремонтные работы необходимо около 800 миллионов. Средства на ремонт просим у правительства. Если даже выделят 300 миллионов, недостающие деньги на ремонт, я думаю, ипподром сможет для себя заработать сам. Чтобы зрители больше не имели возможности забираться на арку сцены, конструкцию прошили железными листами. Вдоль невысоких заборов провели колючую проволоку. Кроме проблемы с безбилетниками, таким образом администрация ипподрома решает и вопрос безопасности, чтобы ни один из болельщиков не смог оказаться в опасной близости с животными на арене. Тем временем остро проблема порядка и безопасности стоит на неофициальных конных играх. Во время состязания по Кукбуру в честь того же Науруза в Таласе под копытами лошадей погиб 32-летний игрок одной из команд. В январе этого года также во время игры в одном из регионов страны лошадь насмерть задавила 12-летнего мальчика. Болт Исаев, Ирлан Кемельбеков, НТС.